60-е годы прошлого века – время равноудаленное как от начала этого самого века, так и от дней сегодняшних. Своего рода мост, соединяющий первые половины двух столетий. Мост между эпохой научно-технических революций, преобразивших мир, и эпохой цинизма и практицизма. Что ты тут мокнешь? Смотрю на небо. 60-е годы – время романтических ожиданий и прекрасного дилетантства. Именно этому периоду и посвящена новая книга Олега Нестерова. Для начала несколько слов о самом авторе. Олег Нестеров – непрофессиональный писатель. В литературе он тоже своего рода прекрасный дилетант. Лидер московской группы «Мегаполис», музыкальный продюсер, основатель рекорд-лейбла «Снегири», преподаватель МГУ. А в коридоре бродит эхо. В качестве литератора Нестеров дебютировал 6 лет назад. Его первый роман «Юбка» написан в жанре альтернативной истории и рассказывает о зарождении рок-н-ролла в гитлеровской Германии. Новый роман «Небесный Стокгольм» — это тоже история, но альтернативной ее можно назвать лишь отчасти. В самом начале 60-х или в конце 50-х у каждого запустилась своя собственная пружина внутри. Каждый чувствовал персональную перспективу. Каждый, все зависело от тебя самого. Вот, нужно это делать, и тогда все будет хорошо. Все. Олег Нестеров уже несколько лет неспешно и вдумчиво погружается в атмосферу 60-х годов, рассматривая это время через призму современных технологий. Именно из этой неспешности родился большой мультимедийный проект, ставший предтечей «Небесного Стокгольма». Проект этот называется «Из жизни планет». Саундтреки к 4 неснятым фильмам Геннадия Шпаликова, Андрея Смирнова и Владимира Мотыля. Посвящение оттепели, эпохи светлых надежд, сменившихся горьким разочарованием. Любой человек в силу сделать самое важное в жизни при любом режиме. И эти прекрасные вещи никуда не деваются, никуда не уходят. Потому как есть тема, которая вселяется в художника, или в изобретателя, или в конструктора, и не дает ему спокойной жизни. «Небесный Стокгольм» — книга, населенная как вымышленными, так и реально существовавшими персонажами Москвы начала 60-х годов. Главные герои — 3 друга, работающие на спецслужбы, романтично надеются изменить этот мир и сделать его лучше и чище. Что из этого вышло, узнаете, когда дочитаете роман до конца. Бродский говорил вот что. Система нас может уничтожить только физически. С точки зрения сущности, система нас никогда не уничтожит, если мы, конечно, с точки зрения сущности не слабы. И система – это фильтр, это проверка на антихрупкость. Дождь и серый день, что-то было или не было, поглядел и пришла. И скорее, скорее, скорее я забуду, что я здесь. Crazy baby, но ясно, что baby, попадаешь в карусель. И стареешь, 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 видишь из-за двери свет. Слышишь, словно шум прибоя, дарит слезы